Sabah şarkılarınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Karadeniz Production Studios'nun takımı Ahmetci'deki Alem restoranında bulunan ve biz bugün bunda böyle meraklı, acayip, aley husus insan ile sohbet demeye mümkün. Зинура Галиман, hoş geldiniz. Сегодня у нас беседа с очень интересным, удивительным человеком. Это Зинура Галиман, человек, которому не страшны ни ветер, ни горная болезнь, наверное. Таких людей, мне кажется, в нашем народе больше нет. И сегодня у нас будет очень интересная беседа. Зинура Га, насылсыныз, кейфіңіз насыл, как ваше настроение? Яхшы, Аллах шүкір, яхшы. Аллаха шүкір. Перед беседой мы посмотрим сюжет, чтобы поближе познакомиться с Зинура Га на экране. Марийскте отырғанда, байырын оқығанда білмейдім. Қаян оқығанда білмейдім. Онда өлеші жоқтыр Марийскеде, біз отырған yerімізде дағдан ғары бір шей жоқтыр. Онда бір оғлан арасы келді бізде, завод ішіне таныс болдық. Раип Мамбетов. Bu akası o vakitte bu turizm, alpinizm alıp var ekan. Rast geldik, laf ettik. Tanışıgan soň laf ettik dedi. Biz bu Xarnoy kitemiz Humsan diler onda baylarda bir rayon. Onda varacağım istisi var mı? Barsak var. Men baylar görgenim yok. Rast geldik, laf ettik. Tanışıgan soň laf ettik dedi. Biz bu Xarnoy kitemiz Humsan diler onda baylar adam görevine yatkan soň rayon. Biz de olara kiriştik. Endi baylara çıkkanda desin, endi bu soňky sefer çıkacağım bu bayram. Barmayacağım. Eve kelsen bir ay oturarsın, oturmaysın. Başlarsın tartışma. Bayırlara yok varacağım dedi. Kanten krediler. Namını bayar evet, oksek. Bu da 7000 metre. Nesi var? O bayarın hepsi temiz mermer taştan koyulgan. Abi, bayır 7000 metre okseklikte. Ona akşam gün batıda baksan, kokun yarısına jakabli ateş yana. Bir серьезный oksik bayrağı çıkacaksın, bir kere çıkamayısın onda. Gidersin, скажем, yarım kilometre, 1 kilometre. Заброска diler, produkты, palatka, taşlap kaytasın. Sonra ikinci sefer çıkanda, скажем, еще bir yarım kilometreden çıkasın oksik. Kendini da taşıysın, kaytasın. Вот так и так, скажем, Победа çıkkanda bizim 4 tane заброскамız oldu. Стана bize премировать etti путевкой во Францию. 5 adamı. Vakti öyle zamandı işte 4 adam biberler, beni vermediler. Bir yıl evvelse bu normativi çıkargandılar. Порядковый номер verirlerdi herkese.
Біз шықтық, 5 адам. Мен olmak gerektim, хотя бы, 10-11 olmak gerekim. Мен тапқыр күш қойдылар. O kadar мен тырыштым, бұны артын тапма, так и тапамадым. Senesi Өзбекстан қарар çıkardı Гималая çıkma. Эверест'те. Мен уақыт кірдім как кандидат. Біз 2 оғлан кірдік онда біздің командадан сборной команда на Эверест. И вроде бы eşi hazırladık. Яңы жылдан соң ясақ еттілер, что бил Олимпиада, біздің парамыз онда кетті. Өзбекстан бізе пара вермеділер, соң біз барамадық. Соң о Эвересттен соң, білмеймін, әлі yüreğim kırıldı demeye mümkün size. Taşladım ama bir akır oldu. Akır olgan, her gece çümü kıradım, bayrağa çıkan. Мына бөлелевға, дабыр керек қош келдіңіз Зинурға. Бие ханым да бүгін мұсафирлеріміз арасында, Қорантаңыз не келдіңіз? Büyük oğlunda bunda. Машалла, қош келдіңіз. Hepsinden kelip çıkamadı. Келмеділер. Оле адетіміз бар, белки де шында келіп çıkarlar қысымен болса. Bizimden tamırımız var. Küçük oğlum var, kızım var. Torunlarımız var. Қорантаңыз балапан демек. Балапан hepsi yetişecek. Машалла. Зинурага, вот когда вы поняли, что вы прям заболели горами, когда вы поняли, что это занятие, вот, оно станет смыслом вашей жизни? Потому что мы видим, что, вот как вы говорили, что вы как случайно, да, стали альпинистом, то есть по воле случая. Можно сказать, это случайно, конечно, получилось. Мы в Марийском жили, там ничего похожего нету. Горы имеется в виду, скалы. Кроме там болот и комаров ничего нету. Приехали в 1957 году в Узбекистан уже к своим. На работе ребята предложили поехать в горы. Поехали. Еще раз они сказали, мне так-то понравились горы такие. Потом начали заниматься этим скалолазанием. И как-то вроде, наверное, заметили меня и начали предлагать мне поехать туда, поехать сюда. И так втянулся в эту компанию. И у нас в Черчике там есть Чимкан, район высокогорный. Там проводят альпиниаду каждый год. И вот ребята говорят, поехали на альпиниаду. Поехал. Первый раз я там поднялся на высоту, это Чимкан, 3270 метров. Вроде я, в принципе, и не понял суть всего этого дела. На 3000 поднялись и не поняли? Да. И, после альпиниады, соответственно, домой вернулись. И начал вспоминать. Вроде бы понравилось.
Там, наверное, совсем другие ощущения, когда Ну ты да. в горах. И начал с ребятами ходить на тренировки. Потом они на следующий год мне предложили, ну, тренер имеется в виду, предложил поехать в альпинистский лагерь, это в Фергане, на 20 дней. Ну, там мы опять прошли все эти тренировки, программу молодого бойца. И, ну, также занимались скалолазанием, ну, все азы альпинизма проходили. И в конце этого самого срока мы поднялись на вершину 4500 или 4600 тогда было. И вот так постепенно поднимался. Ну вот, потом начал вспоминать, ну, уже домой приехали. Ну, само ощущение великое, сверху посмотреть вниз, все под тобой. Ну вот с такими воспоминаниями я на следующий год еще раз поехал. На следующий год я поехал в Киргизию, там тоже есть альпинистский лагерь. Ну, там более такие организованные были. Ну, я уже достаточно навыки имел в альпинизме. Ну, приглашали такие серьезные восхождения. И там в лагере организовали поездку на Памир. На Памир — это на пик Ленина. Пик Ленина — это высота 7134 метра. Это уже 7000-ник, да? А? Это вот одна из вот этих вершин. Да, одна из пятитысячников, да, семитысячников. Ну, эту вершину покорили в 28 году. Ну и шла еще полемика, немцы покорили или россияне покорили, в общем, так и остался нерешенный этот вопрос. Ну ладно, и мы приехали туда в подножие, это 4200 метров над уровнем моря. Через Киргизию все прошли и доехали до Аша, это 200 километров. И оттуда до Лайской долины 350 километров на машине, на подножие Ленина. Ну и там организовали базу. И постепенно начали восходить наверх, на вершину. Ну, это постепенно, сразу нельзя. Кроме того, что ты физически готов, надо еще пройти адаптацию кислородного голодания. То есть постепенно, да? Да. Кислородное голодание очень влияет на организм, ну, в смысле, уже на 7000 получается половина кислорода всего. И когда назвали почему-то его горной болезнью, когда наступает горная болезнь, человек, он какой-то невменяемый, он вообще не реагирует ни на что. Ну, против, пока ходит, не ходит, так, в общем, отвлечен от всего. У вас тоже бывала такая болезнь? Ну, как такового у меня не было, то, что мы, когда начинаются такие первые признаки, срочно спускает вниз. Где-то на километр, на полкилометра спускает, он приходит в себя, становится обычным человеком. И так постепенно человек привыкает к этому кислородному голоданию. Ну, не всем это удается, конечно. Многие не получается этот вопрос. Ну, приходится им бросать такой спорт. Ну, это требует именно и физической подготовки, наверное, да? Нет.
физическая, техническая подготовка – это одно, еще кислородное голодание надо привыкать, это совсем другое. Там физическая выносливость никакого отношения не имеет. Когда в организме не хватает кислорода, то он все функциональность свою теряет. И, в общем, за 3 дня мы поднялись наверх. Это 7134 метра. За 3 дня? Да. Ого. Нет, ну в смысле, это понятие такое, что делают заброски. Мы были на 4200, поднялись на 4800, оставили груз, вернулись. И на следующий день мы поднялись на 4600. Тоже оставили груз, вернулись. И на 3-й день мы со своим грузом, в смысле, пошли наверх. Ну, через эти все лагеря. Ну вот, 2-й этап мы шли. 1-й день ночевку на 4800, потом на 5, потом на 3-й день пошли наверх. Ну, удачно, конечно, мы все сходили, вернулись, ну, поздравили друг друга. Это мой первый 7000-ник был. Ага. Ну, и, наверное, больше начал вникать или входить в этот спорт. Ну, мне, можно сказать, что понравился. Я начал продолжать, и меня начали приглашать на серьезные восхождения. Альпинизм, они подразделяются на высотников, и на технических, там, на траверсах, в общем, их разновидностей много. Я на технических восхождениях много был с этой группой. И, значит, после Ленина в 1969 году, в 1968 году я уже вошел в сборную Узбекистана, команду. И в 1969 году они замахнулись на пик Победы. Это Киргизия, это Северный Тянь-Шань. Эту вершину покорили в 1952 году. И по маршруту, который мы хотели подняться, никто еще не ходил. Поэтому наши не дали на первенство Союза эту вершину. И вот попытки были покорять его еще раз, ну, другими спортсменами. Никто не сумел. И вот мы по сложному маршруту поднимались, ну, опять-таки, называются заброски туда, продукты, снаряжение. Ну, продукты у нас, мы берем из расчета 150-200 грамм продуктов на 1 день. Ну, это какие-то другие продукты, наверное, да, специальные? Нет, ну, в общей сложности продукты, то, что на себе тащить-то туда тяжело наверх. И приходится за счет своих запасов внутренних и подниматься. Ну, вот мы 4 заброска сделали там до 7000. И вот день отдохнули и пошли, вот мы его на вершину почти 6 дней шли. Ну, поднимешь на 1 уровень, где заброска, там переночуешь и дальше идем. И вот мы, 8 человек, поднялись на эту вершину в 1969 году. Ну, конечно, нам поздно вышли на вершину, и пришлось нам
Можно сказать, что наверху там мы пересидели в холоде. Там где-то летом 30-40 градусов мороза там наверху. Уже за 7000. Ну, немного поморозились и вернулись. Ну, вроде ЧП. Опять мы вернулись, пока отдохнули, туда прочее, опять начали вспоминать. Ну, то есть вспоминать, что было, не было, не было. И вот. А много вообще таких происшествий случается? Конечно, много. Там несчастных случаев очень много. Это просто нам повезло, мы остались целые, нездоровые. Случаев очень много. Это очень, очень опасный спорт. Не всем приходится возвращаться домой. И остается там много. И вот в 1969 году учредили звание «Бар снегов». Это в смысле покорителей всех вершин, семитысячников. Но «Бар снегов» — это, ну, в смысле символическое название. Ну да. То, что «Бар снегов» живет на снеговой линии, это у нас в Средней Азии, значит, это где 1500 метров над уровнем моря. Ну, в разных районах по-разному. На Кавказе он 1800 всего. А в Гималаях всего 5000 снеговая линия. Так что это, ну, сам по себе зверь, он живет не очень в высокогорный. вечной мерзлоте. И начали, ну, выдвинули положение о присвоении этих званий. И тогда еще только начало, и никого не было. И в 70-м году наша сборная команда дала заявку на первенство Союза восхождение на пик коммунизма. Это 7495 метров над уровнем моря. Это первый, ну, сам покорен вершин в 1953 году, но по нашему маршруту еще никто не ходил. Это сложный маршрут, очень скальный, снежный, ледовый, там, в общем, все такие сложности. И в 70-м году, значит, мы пошли по этому маршруту. Ну, как обычно у нас говорят, надо себя маршрут обработать, ну, в смысле подняться, посмотреть, там можно заброску сделать. Ну, все необходимое сделали, и мы на эту вершину поднялись за 7 дней. Ну, с передышками. Нас было 5 человек. 5 человек, и, ну, спустились вниз, все нас поздравляют, все прочее, телевидение. И нам Комитет физкультуры Узбекистана дает путевку во Францию покорителям этой вершины. Ну, как мы взяли первенство в Союзе, и ну, получилось так, что 4 уехали, я остался на своих местах. Ну, тогда уже была несправедливость такая, да? Ну, я не знаю, что там повлияло. Ну, конечно, повлияло, понятно, что. Я обращался в комитеты. Почему? Все руками разводят и ничего не говорят. Ну, это еще ничего. Но начали присваивать в порядке номера, это покорителям вершин. У нас в Союзе, значит, 5 семитысячников. Ну, я этим восхождением в
все нормативы выполнял. И мы с одним товарищем, ну, он русский, ну, он с Черчака, мы вместе начинали ходить в альпинизме. Можно сказать, что вместе выросли там. Начали присваивать, и ему дают 10-е место, а я остался в стороне. Мне дали 47-е место. Ну, это список еще существует, это международный список, но желающие могут посмотреть по интернету. Там есть сайт «Снежный барс», там я 47-й. Самое главное, что вы получили это звание. Нет, не самое главное, что получили. То, что самое главное, что обошли меня. Ну, конечно, это немаловажно, то, что я получил. Ну вот. После этого начал задумываться о неравноправии, что ли, можно сказать. Вместе мы добивались это первое место. Ему дали, то есть этим 4 дали, а мне ничего не дали. Ну, в смысле, награда, звание все дают, но вот во Францию не пустили. Ну, все-таки обидно. Ну, я все-таки, пока это дело пережевывал, ходил. В 1971 году был у нас неудачный год, но мы ничего не сделали. И в 1972 году наша команда дала на первенство Союза опять высотное восхождение, это Хан-Тенгри, опять в Тяньшане. И, ну, это, конечно, очень удивительная вершина. Я даже не могу рассказать, показать, объяснить даже не могу. Он настолько пирамида острая, 4-гранная, из чистого мрамора. И вот на вечернем закате, вот на полнеба костер горит. Ну, в общем, мы пошли на эту вершину. Она в основном комбинированная вершина. Снег, лед, скалы. По северному гребню мы пошли. У нас было 8 человек. Ну, таким же способом заброски, там, подъем, спуск, тренировки, адаптация. В общем, это все прошли. И мы поднялись на вершину. Ну, удачно спустились, пока живые. И нам за это присвоили 2-е место в Союзе. Ну, все эти поздравления, телевидение, да, и все прочее. И комитет физкультуры Узбекистана нам дали путевку в Польшу. Ну, туда, правда, да, меня пустили. Ну, это же не Франция. Не знаю, что у них там было в голове. Ну, в общем, мы были в Варшаве 2 дня, 2 дня в Кракове были, и неделю были в Закопане. Там горный лыжный район. Ну, покатались на лыжах, отдохнули, вернулись и все прочее. Ну, домой вернулись, и начал меня гложет беспокойство, почему тогда со мной так получилось, что не пустили во Францию. Я много обращался, и по порядковому номеру обращался, и в Москву писал, и в Таджикистан, вершина таджикстанская, якобы они там, в общем, целый
каша, и никто не может ответить нормально. И вот после этого с такими обидами мне пришлось оставить альпинизм. Как раз я в то время был в расцвете сил. И так получилось. И мне пришлось альпинизм бросить. И вот я опять, то есть не опять, а здесь нахожусь, живой, здоровый. Аллаха шкур. Да, слава Богу. Зинурага, как вот семья относилась к тому, что вы постоянно в горы уходили? Не говорили уже, хватит, сиди дома? Это сложный вопрос, то, что у меня дома был мать и бабушка, больше у нас никого не было. Ну, то в командировку уезжал летом, то в лагерь уезжал там по просьбе, там, то на ремонт куда-то уезжал. И так долго отговаривался. Так они не знали? Нет, пока они не знали. И где-то в 65-м году, что ли, ну, попал в несчастный случай. И в Фергане я проезжал там месяц. И ребята приходят домой, говорят, что он захворал, он скоро приедет. Так и они не узнали, что у меня был такой несчастный случай дома. И так и они не знали, куда я езжу. Как вам так удавалось? Да очень отговаривал, сказал, что вот туда ездил, сюда ездил. Ну, конкретно ничего не говорил. Ну, можно сказать, что мать так и ничего не узнала до конца. Ничего себе. Я все отговаривал, ну, запудришь мозги там, каким-то случаем, поехал, не поехал, в общем так. И так она не узнала до конца жизни. Ну, может быть, тогда подозревала что-то такое, но конкретно не знала. Гости в зале тоже могут задавать вопросы, интересующие Зинурага, да. Как вас разоблачили, семья потом? Они же как-то узнали. Как жена ваша к этому относилась? Когда вы... Жена у меня появилась позже. Я уже, можно сказать, что бросил. Ну, еще после женитьбы года 2, наверное, или 3 ездил еще так, чтобы успокоиться. Ну, жена уже узнала, что я Ее не занимаюсь получилось, да? Да, занимаюсь чем-то. А родители так и не узнали. Ну, так предполагали, наверное, я точно не знаю. Ну, меня, по крайней мере, не упрекали в том, что я ушел и что-то там. Жене вы и цветок, да, получается, с вершины принесли, Эдельвейс, вы же показывали? Да, у меня еще дома лежит, это Эдельвейс. Ну, насчет этого Эдельвейса большие легенды ходят, особенно на Кавказе. Ну, как говорят, называют цветок любви. Он невзрачный такой цветок. Ну, его просто сложно достать, да? Да, он растет на определенном уровне, где-то 1800-2200, вот в этих районах. Он ни вверху и ни внизу не растет. И, ну, взял на память и захоронил, и лежит у меня еще. Ну, легенда то, что на Кавказе его говорят, ну, я на Кавказе тоже был много. Мы Эльбрус сделали 23 февраля. Наверху были мы в 70-м году перед этим сложным восхождением. Как тренировка мы туда сходили. Разминка.
И легенда к этому Эдельвейсу, что парень решил подарить себе Эдельвейс, это цветок любви, и он залез на скалы и оттуда сорвался. Грустная упал. легенда. Ну, из таких больших эмоций к своему парню эта девушка построила у языка ледника хижину, и там жила. И ледник через 50 лет вынес этот труп парня. Такой же живой, ну, целый, невредимый. И вот с тех пор эта легенда ходит там, как символ всего. Вот так. Мне, правда, я не приносил цветок любви куда-то. Ну, дома есть. Как вы познакомились с Пиеханом? С кем? С женой. Ой, да, женой. Ну, в принципе, жена наша землячка, это одно. Мы в Марийске жили вместе, с родителями имеется в виду. И когда мы переехали в 1957 году в Черчик, они уехали на Кавказ. Ну, мы общались, ходили, друг к другу ездили. И как-то случайно сказала ей, ну, поехали к нам. Случайно. Ну вот она шутку приняла за чистые монеты и приехала. И вот мы с тех пор живем вместе. Ну, у нас 3 детей. Ну, вроде. Машалла. Один здесь, самый большой. Ну, небольшой, не больше меня, но... Дочка тоже здесь. Ну и вот. Так продолжаем жизнь. Машалла. Кто хочет задать вопрос, подайте знак, чтобы вам поднесли микрофон, хорошо? Ну, сначала я спрошу. А вот Крымские горы по сравнению с семитысячниками, они какими вам кажутся? Такими, наверное, пригорочками, да? Ну, горы здесь, ну, для нас, альпинистов, здесь еще нету. Здесь можно заниматься скалолазанием. Но я в 70-м году, в 71-м году приезжал на соревнования в Ялту. Там как раз прямо на борту есть Крестовая гора. Там соревнования были, в Фарос ездили и на Красные Камни. Там соревнования всесоюзные проходили. Вот два года я участвовал. Как? В Крым вас пускают. Ну, в Крым тогда пускали, что, свободно было, это 70-й год. Свободно было. Ну, для нас Крымские горы это, ну как аллея ходьбы. Ну и я на Чатырдак, ну, в те времена, в 90-х годах это было модно на 18 мая посходить. Ну, раза 4-5 ходил, ну как. Не то, да? Так, не то. Ну, тропа, по тропе поднялись, спустились по тропе. Ну, как для нас эта гора ничего не дает. А сейчас ходите в горы? На куда ходить мне в горы сейчас? Да куда? Вот на холм к себе хожу туда. А Зинургав скалистым А даже? куда ходить? У нас гор таких нету, чтобы ходить. Ну, на Демиржи подняться, там ничего нету, там 2 скалы, там 3 скалы торчат, и все. Ну, для нас опять нет ничего такого привлекательного. И вот мы живем
с прошедшими воспоминаниями. Скажите, пожалуйста, а были ли случаи, что у вас карабин отказал или запутался лично с вами? Багакша, повтори. Что карабин запутался. Карабин, говорю, если отказал или запутался в веревке. Были ли случаи с вами? Ну, как таково, карабин у нас не может запутаться. Там мы эти действия мы оттачиваем до самых мелочей, когда тренируемся. Это невозможный вариант, чтобы карабин запутался. Ну, бывает, веревки путаются, но это не смертельный исход. Ну, бывают случаи, что у нас, например, лично не было, но в жизни случается, что срывается человек, веревка обрывается, хоть и веревка рассчитана на 1800 килограмм. Бывает очень много случаев, что один срывается с веревкой. Ну, у нас одиночка восхождения не бывает. Бывает самое мало пара. Пара, 3-4 максимум. Вот он срывается и за собой тащит этих остальных. Такие случаи были. Ну, для этого, конечно, как сказать, халатность их, что ли. В горах нужно ходить с полной страховкой. То, что и страховка одно, и в горах вот у нас многие спрашивают у меня фотографию. Как таково в горах никто ее фотографии сделать невозможно. Ну, мы много фотографий видели. Ну, это же не то. Я имею в виду на маршруте. На маршруте, скажем, все идут в связке. Ну, в групповом там бывает максимум 4 человека. Самый минимальный 2 человека обязательно должны быть в связке быть. Но чтобы его сфотографировать, надо куда-то в сторону выйти. Ты же его не будешь фотографировать, 5-ю точку. И приходится, надо его выйти в сторону, а для этого нужно его застраховать. Со всей страховкой. Это времени, в принципе, не позволяет. Время – это золото там. Каждая минута там дорога. То есть в хорошую погоду сделал вершину, удачно – это хорошо. Ну, бывает так, что в хорошую погоду вышел, получился пурга, снег, никуда не пойдешь. Это очень опасно. Но были случаи, что не у нас, конечно, обезвоживание. Ну, сидят, бензин кончается, воды нету, идти вперед, назад нельзя. Вот люди погибали из-за обезвоживания. Человек-то не может терпеть без воды жить. Вот такие случаи бывают. Ну, случаев очень много, конечно, сейчас их перечислить невозможно. Егер хаят текрарланса, сіз bu sevimli уграшмая девам етер едіңіз? Я плохо разобрался. Ну, кто переведет? Егер хаят текрарланса, bu işнен уграшыр едіңіз sevimli işinізден? Хырлара чхар едіңіз? Если заново бы жизнь прожили, вы бы занимались этим делом? Конечно, если бы все сначала, я бы с удовольствием пошел бы. Но не рекомендовал бы своим близким идти туда. Это очень тяжело, там опасно. Я сізге мына япылған ақсыздықларыны көрген арқадашларыңыз, мына сіз дейсіз, сізнен бері олған адам 10-нчы олды, ама сіз 40-чы олдыңыз.
Sizin yanınızda olған bu Rus ya da başka millet arkadaşlarınız, onlar sizge destek gösterediler. Onlar da başkalarga karşılık gösterediler. Ne için buna bu adam bizim yanımızda değil? Ne için o da Frankistan'a ketmey bizle beraber? Oldu mu böyle? Ya da Benim аяқташтарым Rus da ama no pek merhametli ballar da. Bu mesele oğanda bu çet hukumata vermegen son ballar toplaşıp varlar komitete. No, niçin böyle oldu? Bu yanlış dep. Onlar da diler işte bizden bir şey yoktur. Biz para veremiz gitmeye. Hukumat razılık veriyor. Onlar da bir çaresini tapamadılar. Öyle oldu. Demek yardım eteydiler. Da bir sualim. Siz bundan son Kenya'da devam eteydiniz bir talay vakit kadar. Da. Kenya'da çalışaydınız, uğraşaydınız, dağlarga çıkaydınız. Mana bu aksızlıkka nisbeten sizge ne kuch bereydi Kenya'da dağa çıkmak, bir şeyge bakmayıp Kenya'da yolunuza devam etmek. Ve ondan da son mana en sevimli işiniz edi bu dağlarga barmak. En sevimli işini de kaldırıp unsuz yaşamağa nasıl? Ну, nasıl? Men aytam. Men bu uğraşıp taşlagan son bir yıldı ku, 2 yıl, это уже точно. Şüme bayra çıkma vaktim olmaydı. Olgan meseleleri hepsi geçirdi benim yokumda. Peki ağır geçirdim. Yani işte bu devam taşlama vaktin geçken son. Ağır. Sondan alıştım. Gene için çok görem düşmeye. Hala da koresiniz, ya? Da, bayrağa çıkanım. Evet. O bayrağa çıkan son o etrafını koruyan son o korumu men bilesem bir kimse onu yazıp olamaz, bir kimse aytıp olamaz. Herkes onu koruyanı özü duygusu var onun. Herkes onu koruyamayı. Herkes onda çıkıp olamayı. Herkese razılık yoktur. Bir adam işte özüne tırışıp çıkağında öyle. O yaxşılığı Bayır Tepesi'de koruyan şey, как Rusçası девственность природы, onu ben bilesem bir kimse ağınatıp olamaz. Pek ağır. Ağınasa da ağır. Önde Vysotsky bayırlar çıkmadı ama o bir Turku yazdı. Çok yaxşı sözleri var onun da. Artık bir kimse öyle bir şey aytamadılar. Ende bir sözden aytan bu Rustem Emidov resimci bu komitette bize karşılaganda men tanış ettiler bu Rustem'den. Bir vakit, ondan sonra bir vakit aras gelmedik biz. Ben unuttum o resim çoğan. Ben resim getirmeye unuttum. Bağışlarsanız gösterecektim ben. Rustem Emidov'un resmi и taşladım. восхождение. O ballardan sorap o resim yapkan Bayır Tepesi'de 3 adam, alpinist. Pek
Яхшы. И мен у спорт ташлаған соң 87 сенесі қоштым қырма. Мен енді ақылымда шықты мен ресімшіден таныш болғаным. Бір 3 жыл, 95 ресім, не, примерно. Келдер қапия екші ақай. Сон біз бөліп таныш болғанда бір вақытта бөлесіде мен бағақша ұнттым дедім. Сон Рустам мау ресім берді. Уақыт айтады. Мен сен уже бір 3 жыл олда қыдырғаным, бұнда қарымда. Тапмайым. Комитетлері барам, сұрайым. Өлі адам жоқтыр бұнда деп. 3 жылдан соң мен тапып ресім берді. Білесіңіз адам. Бет Рустем Эминовна еркестаны, мен белесем. Да, бір суал бар бізде, бұрыңыз. Мұрага, бір суал. У вақытта лавина алып кеткенде случайно солды ма или... Ой. Не? Лавина алып кеткенде случайно солды или... Лавина один из опасностей в горах. Ну, это здесь внизу в снегу ходить, это в снежке играть, это другое. Там снежные склоны бывают крутые. Надо технику знать, как проходить, чтобы не подрезать, чтобы не создать лавину. Если в лавину попасть, редко кто спасается от него. Он заволакивает, затаскивает. И если, скажем, и тем более, если мокрый снег, если ты туловище наверху остался, никогда ты свои ноги не вытащишь оттуда. Запрессовывает до предела мокрый снег. Опасностей в горах очень много. И снег, и скалы, и ветер, и все. Данный. Микрофон. Сіз олған Марийскиде де болдым, яқында Қазақстанда да болдым. Мен Қазақстанда шу Хан-Тенгри олған тарафқа бақып, сізні қатырладым. Керчектен де Зинораға бұл Хан-Тенгриге барған еді, ве бөлі бір дүлбер етіп тариф еткен еді деп. Сіздің қар қапланы, снежный барс деген унваныңыз бар. Ама асыл ақиқи қапланны көрдіңіз ме? Вы видели снежного барса? Эдельвейсні кетірдіңіз. Но же там Тяньшанда яшай. Кинода көрдім. Кино. Зинураға, а приходилось в снегу, да, вот ночевать, вы рассказывали, если нет палаток? Как? В снегу приходилось спать? Да. Ну, если хочешь жить, стараешься. Ну вот на Победе мы как раз опоздали с возвращением. Это 7200-300 метров. Ну, мы не рассчитали, и только в 5 часов вечера мы вышли на вершину. Ну, пока там записка туда-сюда, потому что каждый восходитель оставляет на вершине записку, что он там был. Пока это все мероприятие прошло и начали спускаться, уже темнее. Стемнело, можно сказать. А куда идти? Знать, наверное, верную смерть туда. Ну, мы ногами раскопали яму. И все 8 плотно легли, веревки мы постелили под низ. Плотно легли все 8. И всю ночь друг друга дергали, чтобы не уснуть. И когда уснуть, человек засыпает, у него пульс уменьшается. И на утро нас что спасло, до утра ветер нас занесло. Мы оказались под снегом.
Вот наше спасло. Утром утром встали, ну, хорошо поморозились, но все равно живы остались. Такие случаи. А температура какая была? Тогда, если днем там 30-40 градусов мороза бывает, ну, представьте себе, ночью там, ну, может, не 60, но намного выше. Ну, и то, что нас спасло, что мы в снегу остались, нас засыпало снегом. А мы обычно, когда снежный склон глубокий, мы вырываем пещеру, и там остаемся. Если, скажем, на улице 40 градусов, то там в пещере 5-6 градусов всего тепла бывает. То есть мороза. Такой контраст. Снег получается, что он как теплоизолятор? Ну, конечно, снег-то он же с воздушным пространством находится. И вот это во многих случаях спасает альпинистов, когда снег глубокий там рядом. Можно выкопать и там сохраниться. А так очень тяжело. Если, скажем, внизу у нас 30-40 градусов тепла, ну а там 30-40 градусов мороза. Контрастность очень большая. Вот так приспосабливаются. На здоровье не отложилось ваше лечение? Ну, дай бог. Видимо, нет. Дай бог. Может быть, отложилось, но пока живой. А çok sağ olun. Çok sağ olun. Вот. Это очень тяжелый, опасный спорт. Ну, скажем, штангист пришел, не поднял штангу, ну, взял, ушел. А здесь, если вышел на маршрут, то все уже возврат, или что-то другое еще. Там нет такого, что вот шел, надоел, оставил, ушел. Там надо до конца добиваться. Зинурага, а вот вы из села Упа, родное, и о родном селе даже готовили книгу, да? Да, хотели книгу, вот Зера Бекировна нам что-то... Ну, это с этими эпидемиями пока остановились. Я надеюсь, что это мы продолжим. Да, хотели, не только я хотел, но и наши земляки хотят хотя бы какую-то память оставить. Mutlaka yaparız kısmet olsa. Zinurağa'nın даже birkaç nelerge bardıq, yazıp aldık. Doğru mu? Да. Mutlaka da bardıq. Onun için anda çok şeylerini gördük. Devam edeceğimiz işimizde. Ben bitti. Ну, бір чаясы болса, зара варақта біздің бір қартымыздан қалды, пек еслі сойы. Барып, әнде сағығанда бір сәлам берсек, ona яқшы орды. Çok sağ olun. Ишинос қалай келсін. Ой, не слышал. Уппаға бірінші сефер не вақыт бардыңыз? Куда? Уппаға. А когда, не вақыт бардым? Бірінші кере. Бірінші кересі мен Уппаға бардым. 70-ші сенесі Ялта келгенде мен соревнование келгендім. Уақыт мен, ну, вақыт қалды, 2 күнім қалды. Böyle anam айтқан лафларынан келіп таптым қойы. Ну, мен қой ішіне бір şey білмеймін. Ну, көрдім, бақтым, туда почему. Чүнки уфақ едіңіз, сүргін етілгенде, 4 yaşında. Son 74 senesi biz Xoradamızdan келдік Уппуя. Onda 2 gün yattık даже. Başta Kazak koyması demedi. Yok, olmaz desin. Çare tapmadık, varıp yarım müteket edik. Yarım müteket etken son, oturun, kayıtmayın dedi.
Бегенде ярым литр. Бекем, ona ақылымыз жетмеді doğrusu айтсақ. Уақыт біздің қойы бермеді, пост тұрады немеді старшөлді. Çünkü ақ ярым civarında koyumuz. Шын пост жоқтыр бір жерде. Ақ ярым дүгі біздің ашанымызда старшөл бар қой. Онда қойғандыларды пост. Біз қойымызда барадық. Я да oradan doğrudan yol dağdan gitmeye vardı. Ona gittik ya da onda adamlara veredik yarım litre şarap. Yol açık. Универсальное средство. Да. Öyle de vardı koyumuza vakti. У кого-то еще есть вопрос? Можно я Нет, задам? нет. Бур. У меня вопрос. Во время восхождения какой момент можно назвать самым сложным и какой можно назвать самым вашим любимым, может быть, я не знаю, во время того, как вы уже на вершине или в процессе восхождения? Ой, çok bağışlayasınız mı? Çok ağına pulamayız. Самый сложный момент восхождения и самый ваш любимый момент? Любимых моментов там много. Ну, любимое восхождение, ну, как Высоцкая айтқанда, лучше горы может быть, только горы быть. Так что улары айырмамен бір түрлі чәре тапмайым. Байырын өзінің бір яқшы тарафы бар. Оны айырып ташлама бір түрлі чәре жоқтыр. О яқшы да, бұл ярамай жоқ. Самый любимый момент именно в процессе, да. Процесс восхождения. Вот в процессе восхождения какие самые сложные моменты, а какие самые запоминающиеся, любимые, на любую гору, вот в самом процессе. Самый хороший? Самый опасный и самый любимый. Самый тяжелый момент и самый радостный момент. Ну, наверное, радость то, что ты на вершину поднялся. Но это еще полбеды наверх подняться. Самое сложное у нас считается спуск обратно. Тем, что человек расслабляется, не может оценить эти опасности, которые его готовят туда. Так что сказать, что я поднялся наверх и победил, это неправда. Побеждает тот, кто возвращается домой. Живым, здоровым, ну да. Да. В этом большая философия. Да, для всего нашего народа, наверное. Да. Конечно, сказать самые хорошие восхождения, ну, даже не знаю. Все они своеобразные, каждый по-своему хороший. Ну, на вид посмотреть, я уже говорил, ну, что там сверху видно или на маршруте видно, я думаю, никто не сумеет описать его в действительности, как довести до человека, что вот эту красоту. Это невозможно. Должен каждый сам увидеть сам своими глазами. Оценить это все дело. А так, ну, конечно, я очень благодарен Рустему, он нарисовал, но это все равно не живое. Молодец парень. Он собрал все компоненты, сделал картину «Трое на вершине». Здорово. Здорово. Еще вопрос есть? Ассаляму алейкум. У меня сразу два вопроса. Ой, меня тут топтан. из-за экрана не видно, наверное. Ну ладно. Первый вопрос. Какая должна быть физическая готовность, то есть, чтобы подниматься в горы? И второй, как лучше подниматься? Маленькими группами, там 2, 3, 4 человека, или группами побольше? Ну, сейчас популярен
такой туризм, поднятие в горы, и там периодически собирают там, до 50 человек. Ну давай с последнего. Туризм и альпинизм, конечно, есть что-то общего. Есть еще горный туризм. С альпинизмом они что такое общее есть, то, что они через перевалы, высокие перевалы переходят, им надо знать технику хождения по снегу, по скалам, по льду. Это им надо. Так, вопрос второй. Лучше маленькой группы или количество большой? группы у нас не принято одиночное восхождение. У нас группы бывают разные. От 2, может быть, и до 10 человек, может быть. То, что и 10 человек в одной связке ходить тоже невозможно. То, что, не дай бог, один сорвется, то все 10 уйдут. Поэтому 2, 3, максимум 4 ходят в связке. Единственный случай, можно сказать, в мире, одна японка поднялась в одиночном восхождении на Эверест. Один такой случай. В Союзе у нас в одиночку нет восхождения. Нету. Так, еще что есть там? Первый вопрос был: физическая подготовка какая должна быть? Физическая подготовка, как сказать, чтобы он мог все нагрузки воспринимать. Если, скажем, внизу 8 часов работы, то на 7000 уже будет как 12-16 часов. Человек должен выдерживать такие продолжительные нагрузки. Он выдерживает эти нагрузки не один день. Бывает, что восхождение 6-7, 5 дней. Он же не может шел, бросил, ушел. Ему надо или идти до конца, или возвращаться. Так что рассудите сами. Человек может сколько ему силы надо, 5 дней работать по 12 часов, по 16 часов. А то бывает и сутками работает. Пока получается непогода, куда ему деваться? Надо спасать жизнь. Все, наверное. Подготовка идеальная должна быть, в общем. Да. Конечно, его не сравнить со штангистом. Скажем, вот мы ходили, тяжеловесы к нам ходили, для тренировки, что в горах, туда прочее. Вот они уже на 4000 не могут, даже двигаться не могут. То, что у них, они привыкли здесь, штангу поднял, и на этом все. А там физически подготовлены быть, кислородное голодание, адаптация вся должна быть. Это не всем дано. Вот кто желает, взяли, поднялись наверх. Это не всем дано. Очень много у нас в группе, сколько я был, лет 20-25 я был в спорте. Но я знаю, очень многие уходят, дойдут до 3-2 разряда, доходят, не по вкусу и уходят. Физически, по вероятности. Наверное, так, не знаю. Отсев бывает много. Зинур ага, вот очень беспокоит меня вопрос нагрузка холодом. Даже страшно себе представить эти 40-50 градусов морозом, тем более еще в 70-е годы. Сейчас можно себе представить, что через 50 лет все-таки другие технологии,
материалы, и есть там целые экипировки, когда люди поднимаются на такие высоты, и вообще могут, в принципе, вполне комфортно находиться при вот этих 40-50 градусах. Как тогда, в 70-е годы, еще там с учетом СССР, как вас оснащали вот с тем, чтобы вы могли выдерживать вот этот мороз 40-50 градусов? Потому что даже когда ты тепло одет, но лицо остается там хоть кусочек, вот этот вот квадратный сантиметр, ну это тяжело очень. Вот как вы спасались от обморожений, например? Ну, от обморожений, конечно, мы с собой берем запасные носки. Перчатки у каждого все были запасные. Это на всякий случай. А когда... Ну, это же не один день. Насчет того головного... У нас подшипники были. Вот только вот прорезь глаз, а на глазах очки. Там без очков ходить невозможно. Там отражение солнца очень большое. Я забыл еще дальше чего. Вот сейчас финские разные есть утепленные костюмы, которые там... Какое снаряжение было там? Вот у вас, я не знаю, но мы знаем, что такое был Советский Союз, когда там тряпочку лишнюю нельзя было нигде найти. Что вы на себя надевали, чтобы было спастись? В принципе, мы, когда шли на высотное восхождение, там холодно, у нас ничего советского не было. Понятно. Мы получали с Австрии спальные мешки с гагачим пухом. Гагачий пух, и у нас и костюмы были из пуха, и рукавицы были из пуха. Это в последнее время. А в начале, конечно, в те года, я не знаю, в начале века, покорение там тоже делали большие. Ну вот, спасались холодом таким способом. Когда работаешь, даже жарко, не то, что там 50 градусов мороза. От физической нагрузки тепло будет, да? И вот так выживали. Зинурага, вы говорили вот про японку, которая сама покорила Эверест. А вообще вот женщины, их много бывает? Там нету таких примет, что женщина там не к добру, как на корабле? Женщин-спортсменов много. И у нас в Союзе их тоже много. Хоть и равноправие существует, но они без мужчины не ходят наверх. Как ломовая сила, скажем, мужчина. Были случаи, конечно, и женщины погибали. Вот в 1971 году, это уже, наверное, не информации, наверное, не для информации, а просто для себя. В 1971 году, то есть в 1970 году, французы на Мон-Блан бросили парашютистов. То есть до этого. В общем, парашютистов бросили, и наши решили их переплюнуть. Взяли на 7134 метра парашютистов бросили. И вот, и, оказывается, их не подготовили к этому, к высокогорью. Мы как раз там, нас послали на всякий случай. Спасотряд. Вот как они приземлились наверху, из них никто не остался на ногах. Все как пьяные. Не могут перенести это кислородное голодание. Так одного там, из них вообще в другую долину унесло ветром. Как они, там же такие потоки бывают ветра, как они догадались на парашюте туда спускаться, я не знаю. А женщины на этом же Пиклейна в 1971 году, это цвет нашего альпинизма в Союзе. Когда француженка одна поднялась на Гималай, это Эверест,
И наши решили их переплюнуть. 10 женщин с цвет нашего альпинизма пошли на пик Ленина. Они наверх поднялись на вершину. И получилась непогода. Непогода, в общем, они впали в панику. У них все было, и снаряжение, и теплая одежда, все. Да в крайнем случае можно было зарыться в снег, остаться. Вот они в панику попали, и все остались там, погибли. Такие случаи. Ну, а случаев очень много, что погибает там. И не только женщины. А женщины без, без равноправия не могут ходить туда. Я помню, где-то, это еще до катастрофы, лет 15 назад, может быть, группа студентов из Днепропетровска, из Харькова, не помню, с какого-то украинского города, они приехали сюда со своим тренером, приехали сюда в Крым, совершили восхождение, если не ошибаюсь, на Айпетри. Это было летом. Они не смогли спуститься, остались на ночь там, и очень много человек замерзли. Как это возможно на таких небольших высотах, как в Крыму, летом? Вполне возможно, то, что Айпетри 1540 метров над уровнем моря, но если они ранней весной приехали, там уже полный заморозки бывает наверху. Вполне возможно, что поднялись, а спуститься всегда тяжелее. Могут они там, связано с этим, остаться на ночевку. Наверху с ночевкой тоже проблема. Это останется на выживание, на знании, как себя вести ночью. Если ты остался наверху при холоде, то ни в коем случае спать нельзя. Ни в коем случае. А если бы они остались живые до утра, то, по всей вероятности, их спасли. Ну вот, а ночью переохлаждение, что-то, много не надо человеку. Переохлаждение и все. Вот такие случаи бывают. Нурага, я еще хочу спросить, бақын, сіз айтасыз, бір дағыны бір-бірінден айырмауы мүмкін дегіл. Эпсы Дульбер, да, что все, вот эти вершины, которые вы осваивали, они все по-своему. Но все равно есть одна самая особенная. Какая для вас была особенная вершина? Ну, насчет особенности говорить сложно, но здесь, что я Хан Тенгри, говорю, что он по виду совсем, чем другие вершины, совсем по-другому. Оң ады да Дүлбер, doğru mu? Бізге бек якын, Хан Тенгри, Керчектен де біздің дағымыз. Это Кыргызская Кровавая гора. Из-за этого он горит вечером. Это нельзя даже словами передать, как он горит вечером. Очень даже. Ну, Тяньшань, конечно, суровый, с горы суровая сторона. Постоянно в снегу? Нет, в снегу там, снеговая линия там у нас на Средней Азии 3500, около 4, там уже вечная мерзлота. Зинурага, селям алейкум. Мы на протяжении всей встречи любуемся вот этой замечательной фотографией. Вы самый красивый альпинист в мире. Нет. Вы видите, какие аплодисменты? Я права, значит. Я возражаю насчет красоты. Зинурага, мы ехали навстречу, хотели вам букетики эдельвейсов купить. В наших цветочных магазинах, к сожалению, нету. Передаем вам от всей души вот это. Молодой человек вам сейчас преподнесет. Ой, балаба накаю. А?
Прежде чем задать свой вопрос, Зинурага, Да. мы вам обещаем, вот здесь справа от меня сидит наша молодежная команда по восхождению в горы. Вы их знаете. Мы обещаем, что все вместе соберемся и покорим какую-нибудь вершину Крыма вместе. Приглашаем всех вас к восхождению. И вопрос следующий такой. Скажите, пожалуйста, как восхождение в горы, покорение вершин сказались на вашем характере? Это первое. И ожидаете ли вы от нашей молодежи, от будущих поколений повторения вот таких примеров, каким вы являетесь сами? То есть будут ли у нас альпинисты? То есть вы как бы созрели, да, проявили себя в горах Узбекистана, там, Средней Азии, а вот живя в Крыму, ожидаете ли вы новых героев? Саволос. Я, наверное, пессимист в этом вопросе. Раньше было как-то намного проще. Комитет физкультуры везде, комитет физкультуры везде способствовали этому развитию альпинизму. Выделяли деньги, освобождали от работы, чтобы занимался человек. Но это очень дорогой вид спорта. Если, скажем, брать высоты восхождения, обязательно там нужно применять вертолет. Мы подходим к подножию на машине, ну, в основном так бывает на машине, а там, если вертолет пролетает минут 10, а чтобы пешком туда дойти, уже людям, ну, самое мало 3-4 дня надо. Там тяжело с грузом идти. Когда на подходе груз бывает очень большой. Ну, если не соврать, 50-60 килограмм на каждого попадает. Его в горах нести – это целая проблема. Поэтому старались применять вертолет, но он дорого тогда был. Но все равно комитет физкультуры на это шел. И связано с этим, я не думаю, что альпинизм здесь развивался. Это очень дорогой вид спорта. Только можно теперь в телевизоре смотреть восхождение на гору. Альпинистов у нас не будет. На характере? Ну, наверное, стал, больше рассудительным. Ну, как обычно говорят, на рожон не лезть. Там же у нас, чтобы пойти куда-то, надо его посмотреть со всех сторон. Как подойти, что там сделать, какие, может быть, опасные участки. Это все надо приучить, поэтому я и говорю, рассуждать. А так, что еще может быть? Алга вперед, больше ничего. Салям алейкум. Хотел задать вопрос про ваше моральное состояние во время всего подъема, спуска и нахождения на горе. Какие чувства вы испытываете, какие мысли вас посещают? Ну, какое может быть моральное отношение? На высоком уровне. Соответственно, высоте, да? Ну, а что там? Больше там проблем никаких не может быть. Нет, ну, чем вам не надо? У Высоцкого, если друг оказался вдруг, а не друг и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни. Были ли такие вот
Вот после этого фильма, да, но молодые даже его и не видели, а я маленькая была, уже видела этот фильм «Вертикаль», когда Да. ты увидел, да, и Высоцкий благодаря этому фильму стал знаменитый. Не только поэтому. Ну, не только поэтому, но как бы это вот начало его была карьеры, и эти песни, да, но я их до сих пор помню, знаю, и потому что они открывали, ну, такую романтику, да, романтику высоты, романтику силы человека в преодолении. И все-таки вплеталось вот это, что если парень в горах не ах, и не друг, и не враг, а так. Вот человеческие отношения при покорении к вершине, какими они были, и могли ли быть вообще в случае слабости, предательства, я не знаю. Ну, с первых слов, если он оказался не так, то он моментально отсевается, он не ходок там. Товарищество там на высшем уровне. То, что на высшем уровне там не столько на себя надеешься, насколько на своего товарища. Если ты подскользнешься, ну, упадешь. Обязательно товарищ должен тебя удержать. Поэтому любой товарищ надеется только на своего товарища. А если надежды на это нет, то ничего нету. Такие в горы не ходят. Так. У меня еще есть вопросы. Вопрос о акклиматизации. Я думаю, что, ну, чтобы подняться на серьезные высоты, нужна акклиматизация. Как у вас было с ними? Какие проблемы могут возникнуть и какие проблемы, ну, например, у вас возникали? С акклиматизацией? Да. Ну, это постепенный процесс, акклиматизация. Поднялся наверх в определенную высоту, спустился, на следующий раз выше поднялся, потом еще выше. Вот это акклиматизация. А то, что если началась горная болезнь, то, соответственно, надо его быстрее спускать. Если не успели спускаться, то он, значит, получает в первую очередь пневмония. А там на кислородном голодании пневмония развивается моментально. Так что чем быстрее спустит его вниз, тем целее будет. А так, исходы бывали такие. А? Баллончиков кислородных, подушек не было? Сейчас подушки применяют только на Эвересте. Это выше 8000. И то. И опять-таки это все зависит от физической подготовки. Вот, например, одна японка поднялась без кислорода на Эверест. Ну и люди наши есть, которые поднимались без кислорода, но их мизер. Надо организм приучить к кислородному голоданию. Это значит, ну, тренировки. Процесс очень долгий. Кислородным голоданием. Çok sağ olunuz Зинураға, пек ойлаймын мирақылы субет олды бізде. Спасибо большое за такую интересную беседу. Вы сказали очень интересную мысль, что побеждает тот, кто обязательно возвращается домой. Пусть все, кто покоряет такие вершины, обязательно возвращается. Çok sağ olunuz. Возвращаться надо. Çok sağ olun size. Ой, Karadeniz Production студиясының мудирлері. Bilgen adamға çok sağ ol. Size çok sağ olun. Siz böyle adamları toplағаныңыз. Лекім
Pek memnun ederim. Pek memnun. Bu adamlarını siz topladınız mı da? Yok, endi Siz için topladılar olan. yoksa no çoksu sizin gönlünüzden olgan şeyden ben endi çıktım, kayttım bundan. Siz bu halkı topladınız. Pek maşallah, çok sağ olun. Siz de sağ olun. Çok sağ olun. Oy, çok sağ olun, çok sağ olun. Bu ağır yükten ben nasıl kaytacağım? Bu siz endi alıştınız böyle yüklerinin. Ay sağ olun. Çok sağ olunuz. Endi halkın çaresi olsa uppuyken. Ben uppulum. Çok sağ olunuz davetiniz için. Ha? Koydeş konuşumu yapayım. Okunu hepsimiz uppalı oluruz. Baş sinirlerim, Azerbaycanlar baş sinirlerim. Çok sağ olun. Endi bizim komizde konuşuyorlar, Ağustos'un sonuna выходной болмam. Kısmet olsa Avgust ayında upaköyünde konuşuruz demek. Çok öyle, isteğiniz olsa ben telefon açarım. Çok sağ olunuz. Ha, çok sağ Bugün olun. bizim konuşumuz yakınlanı, resmi kısmı. Ama da siz laf etmege, sual vermege imkanınız var. Çok sağ olunuz, bizle olunuz. Ay, size çok sağ olun. Ben çok sağ olun. Başka kadınlarla vereceğim.